Здравствуйте! В эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости. В студии Юрий Осипов. Проекты по защите экологии представили студенты СВФУ на научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. В стенах университета состоялся конкурс зеленых молодежных научных работ. В нем приняли участие 8 проектов, которые прошли предварительный отбор. Работы студентов оценивают научные сотрудники Института естественных наук СВФУ и представители Министерства экологии и природопользования и лесного хозяйства республики. Конкурс направлен на популяризацию экологической культуры. В основном представлены работы студентов выпускных курсов, которые работали над своими проектами в течение 4 лет. В заявленных темах затронуты такие вопросы, как загрязнение воздуха, влияние геомагнитных возмущений на дорожно-транспортные происшествия, формирование межрегиональной экологической политики и другие. На сегодняшний день эти проекты представлены студентами выпускных курсов. То есть ребята над своими проектами работали в течение учебного процесса, в течение 4 лет. И сейчас ремарк такой идет по проектам для того, чтобы огласить и, возможно, представить свою работу для большого круга населения и для популяризации своих тем. В Якутии в рамках молодежного фестиваля «Мусустар» проводится конкурс «Молодежный эко-лидер». В финале этого конкурса представители молодежи из 21 района презентовали свои проекты экспертам в области экологии и охраны природы. По итогам будут определены его победители и призеры, которых рекомендуют к включению в состав общественных экологических инспекторов при Минэкологии Республики. По условиям конкурса участники финала должны презентовать свои экологические проекты по направлениям сохранения лесных и водных ресурсов, сохранения биоразнообразия, экологическое образование и другие. Мой проект называется «Чистый север». Он основан на сбору, сортировке и переработке вторсырья именно в арктических районах, то есть в моем родном Среднеколымском районе, Улусе. Мы хотим заниматься именно переработкой вторсырья, пластика и делать плитки тротуарные. Я думаю, что я оцениваю свое выступление как очень хорошее. Я тут нашла положительный отклик уже партнеров, поэтому думаю, что проект вполне будет успешным. Помимо совещаний и различных научных чтений, в рамках конференции состоялась и выставка технологий научно-образовательных центров. Какие пути решения предлагают ученые для устранения экологических проблем, узнавала моя коллега. На выставке научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» было представлено 18 экспонатов, отвечающих по 4 направлениям: Арктика, изменение климата, вечная мерзлота и экология. Московский государственный технический университет имени Баумана на выставке представил устройства, которые помогут в выявлении лесных пожароопасных ситуаций, а также в анализе негативных результатов после катаклизма. Мультиспектральная камера позволяет определять текущую погодную пожароопасность лесов, вовремя принимать соответствующие меры, снижать риски возникновения пожаров и, соответственно, их последствий. В текущих разработках по результатам работы на конференции по изменению климата и таянию вечной мерзлоты и в будущих наших проектах мы постараемся учесть специфику Республики Саха-Якутия. Также одной из главных проблем не только республики, но и всего мира является выброс нефтяных и газовых отходов в водную и сухопутную поверхность. Так, Институт проблем нефти и газа в сотрудничестве с компанией «Газспассервис» на выставке представил сорбент Абура, при помощи которого можно без риска для здоровья устранить отходы с водяных и сухопутных поверхностей. Берем сырая нефть. Также может использоваться отработка различных масел, ГСМ, солярки, бензина, неважно. Вот мы выливаем, условно говоря, определенный объем, грамм, наверное, там 100, загрязненного нефтепродукта. Открываем наш сорбент Абура, про который я сказал, что он абсолютно гидрофобен, он не тонет в воде. Пожалуйста, высыпаем его обычным элементарным способом, высыпаем на загрязненный либо грунт, либо водную поверхность, что сложнее на самом деле, и смотрим, как работает. Сорбент показал успешные результаты на участках таких чрезвычайных ситуаций, как ликвидация разлива на каскаде Вилюйских ГЭС и на грунтовых землях. Мы видим, что сорбент уже превосходит нефть, и берем обыкновенную сетку, то есть это традиционное устройство для сбора, и вот то, что
в жидком виде у нас находилось там, мы спокойно, хоть совковой лопатой, хоть с очком, мы убираем, видите, вот даже сейчас вот взяв, мы видим, что сбегает чистая вода. Сорбент абсолютно инертен с химической и физической точки зрения. Он не является ни раздражителем, ни катализатором каких-либо процессов. Он натягивает на себя нефтяную пленку и за счет этого увеличивается в объеме. Даже собрав нефтепродукт на протяжении всего лета, следующей зимы и следующего лета, он может находиться с загрязнителями, которые не будут отдавать в окружающую среду никаких вредных веществ. Отметим, что научно-образовательный центр «Север» планирует подписать соглашение о вхождении в состав Российско-азиатского консорциума арктических исследований. Для нас это прежде всего интересно в том плане, что многие азиатские страны заинтересованы в технологиях, которые сейчас разрабатываются у нас. Более того, когда мы в феврале проводили конференцию по водороду, водородной промышленности, на текущий момент времени достаточно сложно определить рынок водорода в России, но он уже сформирован в Китае, и они могли бы, например, нас покупать. Научно-образовательный центр «Север» показывает большой прогресс в развитии технологий и выстраивает усиленное взаимодействие между бизнесом, наукой и образованием. Благодаря чему в этом году центр рассчитывает получить федеральный грант Минобрнауки России в размере 155 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Галина Чекурова, Илья Соломятников, Якутск. Воспитанники Центра дополнительного образования Удачного знают, как ищут алмазные месторождения. Ребята познакомились с профессией геолога на экскурсии на Удачнинском горно-обогатительном комбинате. На предприятии старшеклассникам показали образцы минералов и подземных пород месторождений. Они побывали в Центре управления операциями, в месте, где шахтеры получают самоспасатель и каску, и в кабинете оператора дистанционного управления горными машинами. Удачнинский горно-обогатительный комбинат заинтересован в новых кадрах, поэтому профориентационные встречи со школьниками и студентами проходят на постоянной основе. Меня впечатлил масштаб рудника, сколько людей трудятся, сколько разных специальностей могут быть на таком предприятии. Меня заинтересовала профессия инженера, проектировщика. Нам показывали схемы, планы на будущее до 2027 года, где будут исследовать новые глубины нашей Родины, и заниматься добычей алмазов. Это было интересно. Региональный этап «Профессионалы по компетенции спасательной работы» прошел в Верхневилюйском районе. Принять участие приехали из 6 районов Якутии. Кроме студентов были также и юниоры, школьники от 14 лет. Зрелищные, уверенные показания своих умений проходили на базе техникума. Эксперты тщательно следили за работой участников и оценивали каждый их шаг. Мы выступили крайне положительно, не очень, честно говоря. Мы готовились почти 3 недели. Местная база очень даже хорошая, мне очень понравилось. Тут все есть. Как выступили? Деблокатор, а еще что было? Велодром был, и канат был, переправа. Наверное, оценку 4. На деблокаторе тоже, наверное, 4. Накануне отмечался Международный день метеоролога. Также сейчас проходит климатический саммит в столице нашей республики. И так получилось, что именно в этот день по инициативе нашего телеканала активисты из ВОО «ПИК» и Департамента охраны памятников истории и культуры и специалисты аварийно-спасательной службы города Якутска осуществили 3-й в истории спуск в шахту Шергина, зафиксированный на видео. Наш специальный корреспондент Дмитрий Аргунов зафиксировал историческое событие. Да, сегодня именно в Международный день метеорологии, приурочив, наверное, к проходящему международному климатическому саммиту, в том числе и по инициативе нашего телеканала, осуществляется 3-й в современной истории спуск в знаменитую шахту Шергина. Напомним, что шахта Шергина – это уникальный объект, который, по сути, зародил саму науку мерзлотоведения. Годы постройки 1828-1837. Примечательно, что шахта Шергина также является источником огромного количества очень интересных городских легенд. Так, по одной из легенд, купец Федор Шергин бросил в жерло этой шахты перстень, дарованный им лично императором Николаем I. Руководитель спуска Роман Крутихин из аварийно-спасательной службы города Якутска руководит лично также
Петр Семенович Акимов, да, это руководитель наших промышленных альпинистов. И здесь руководство Департамента по охране памятников культуры, также руководители Института мерзлотоведения. Ну что ж, мы, в принципе, можем начинать наш спуск. Можете скомандовать, и Роман нажмет, вернее, передаст команду на спуск. Петя, как настроение? Хорошо. Нормально. Нормально, говорит Петр Шестаков. Первый и второй уровень докладывают о готовности. Страховка готова. Все, Петр Шестаков спускается в шахту Шергина. Ну, ощущение непередаваемое. Почему? Потому что это действительно возможность прикоснуться вот к этим историческим объекту. Представьте, что скоро ей будет почти 200 лет. То есть она немножко до 200-летия начала проходит. Поэтому это огромная, как говорится, честь, что мне вот довелось именно вот эта история. У нас мерзлотоведение начиналось как раз вот. Это одна из точек, которая заставила поверить о том, что вечная мерзлота вообще существует. Весь мир знает Якутск, в первую очередь, по шахте Шергина. И наука геокриологии родилась благодаря шахте Шергина. Надо просто взяться дружно, и республиканской власти, и городской власти, общественности, и сделать действительно вот из этого объекта бриллиант на теле города Якутска. Вам, дорогие телезрители, в этот прекрасный день я бы пожелал больше изучать историю своих родных мест, родного города, родного края. И пусть наша история шахта Шергина станет вам небольшим таким уроком. С вами был Дмитрий Аргунов, телеканал Якутия-24. Увидимся. Март в Якутии богат на северное сияние. В начале месяца его запечатлели многие якутяне в разных уголках республики. Несмотря на то, что это природное явление характерно для северных районов республики в зимний период, но в последние годы все чаще его свидетелями становятся жители центральных районов и города Якутска. Теперь, в конце марта, его свидетелями стали жители Верхневилюйского улуса. На этом у нас все, а я напоминаю, что свои интересные видео вы можете отправлять на наш телеграм-канал, и мы обязательно их покажем. До встречи в эфире.